Ведь на сегодняшний день, согласно последней переписи населения, на территории Каменска-Уральского проживают около 200 представителей этой национальности. Деятельность клуба чувашских друзей известна далеко за пределами города. Они постоянные участники Дня народов Среднего Урала, который проходит в Екатеринбурге. Каменские чуваши поддерживают связь со своими друзьями из Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и других городов. За активную деятельность по сохранению национальных традиций Таисия Григорьевна в 2013 году стала лауреатом Чувашской женской премии имени Эмине. Чуваши – удивительная нация, гостеприимная, радушная, доброжелательная. Считается, что чуваши – потомки древнего и могучего племени Сувар, часть которого пришла в Поволжье из Западной Сибири во время Великого переселения. История чувашского народа – история славных героических людей. Они всегда умели постоять за себя, умели отражать натиски врагов, умели строить города, крепости, умели дружить, учиться и учить своих детей и внуков. У чувашей широко бытовали самые разнообразные обряды и праздники. Самый известный называется Шеварни, по-русски «Масленица». Веселый праздник проводов зимы и встречи весны. Во время Шеварни в деревнях молодежь устраивала катание на лошадях, обвешанных колокольчиками и бубенчиками, украшенных платками и полотенцами. Заранее парни шли к бригадиру просить лошадей. И с вечера им дают уже это самое, и утром рано они идут, запрягают лошадь, и потом их разукрашивают разными разноцветными шарами, полотенцами, ленточками и все. И потом, сколько человек войдет на сани, обязательно, конечно, голосистых девушек брали с собой в национальных костюмах, с гармошкой, обязательно гармонист, и в общем, и парни, и потом собирались, ездили по деревне с песнями. Во время Масленичной недели принято петь веселые песни. Есть даже специальная песня, которая исполняется только в это время. Шаварните сяпла, ай пулади, шаварните сяпла пулади. Пер юрала мазарах каяди, ая-я-рая-рая. Чтобы ускорить движение солнца и приход весны, на празднике было принято печь блины, кататься на санях вокруг деревни по ходу солнца. В завершении Масленичной недели сжигали чучело старухи Шеварни. Еще один старинный национальный праздник называется Сурхури. Позднее этот национальный праздник Нового года совпал с христианским Рождеством. Сурхури обычно праздновался целую неделю, и в это время девушки гадали. Выходили в сарайку ловить овец. И за ножки в темноте поймаешь, если, значит, поймаешь ты там овечку белую, значит, говорили, твой муженек будет светлым. А если черную, значит, у тебя будет уже твой муженек темный. И перед тем еще ходили, стучались в окна молодежь. Вот. Еще незамужние парни и девчата вечером стучатся в ставни и спрашивают, как зовут моего мужа? Или как зовут мою жену, будущую жену? И вот там уже кричат там, или Микула, Татьяна, это как по-нашему, Чегесь, Кергури. Это все, наши это имена. Если несколько совпадет имя этого парня, значит, говорили, значит, вот как будут звать твоего мужа. Душа чувашей живет в их песнях. Не случайно их называют народом 100 тысяч песен. Музыка и музыкальные инструменты всегда присутствовали в жизни чувашей. Народ чувашский такой песенный, я бы сказала. Они все поют. После 9 класса, уже во время каникул, мы уже работали на таку. Таскали мешки, вот эти грузили зерном мешки, потом на весы, а потом их мы перевозили с этого зернотока в склады. И нагрузим эти мешки, сядем в машину,
и с песнями. Поем, ой, это было так весело. Это воспоминание вообще такой молодости. Чувашский край издавна славился своим самобытным фольклором, народными мелодиями, песнями и танцами. Народные чувашские песни слагали крестьяне и рассказывали в них о своей жизни и своей любви. Любви к своей семье, отцу, матери, к родине. Шангара, шангара, шивьюхать, шивьюхате, шивьюхате, тюла-юлай. Шивьюхате, шивьюхате, тюла-юлай. Шухашларха тавана семде, шухашларха тавана сем. Эмер ирде кунаюлай. Чуваши действительно любят музыку, к тому же они еще и замечательные танцоры. Преимущественно чуваши пляшут на свадьбах, праздниках и прочих гуляниях. Чувашия – удивительно красочная земля, и столь же ярок и красочен чувашский национальный костюм. Национальный костюм любого народа во все времена привлекал к себе особое внимание. Чувашский национальный костюм защищал не только от непогоды. Вышитые на нем магические знаки-обереги внушали его владельцу душевное спокойствие, уверенность в защите от злых сил. Но черный цвет – это цвет доброты. И вышивают на белом холсте. Это белый цвет, это здоровье, цвет чистоты. А желтый цвет – это цвет солнца, радости. Красный цвет – это торжество, празднество и солнце. Синий цвет – это волшебство, а зеленый цвет – это цвет природы. Это платье из белого полотна, а этот фартук. Вот это тухья. Вот смотрите, тухья носили вот эта девушка, на этом рисунке эта девушка. У нее острием, видите, вот конечник острием, значит, это незамужняя девушка. Незамужним девушкам не разрешалось вышивать на груди. А вот замужним уже разрешали вышивать. И вышивать разрешались тоже чуть-чуть только вот молодым девушкам, только на рукаве. И разрешалось вот здесь еще внизу. Чувашский национальный костюм известен своей вышивкой. Огромный опыт народных мастериц, передаваемый из поколения в поколение, создал очень высокую технику исполнения чувашской вышивки, где каждый орнамент имеет свое обозначение. Если ребенок, уже девочка, умеет уже держать в руках иголку, уже садили ее вышивать, чтобы она училась. Говорили, приданое-то не приготовишь, замуж тебя никто не возьмет. Ну и вот сидели, старались, и вот и вышивали. Традиционная чувашская кухня богата своими национальными традициями. В блюдах чувашской кухни одним из основных продуктов являются овощи. Чуваши издавна занимались земледелием и животноводством, поэтому в кухне большая доля зерновых продуктов и мяса. Самым вкусным, лакомым и, конечно, праздничным кушаньем является хуплу – круглый пирог с самой разнообразной начинкой. Это называется хуплу. Отличие от пирога, она просто она круглая, сюрпризом. Она делается из картошки, из круп разных, но туда добавляется еще и мясо. Вот для семьи большой это была редкость, и это, конечно, для всех был это праздник, это праздничное блюдо. Самый известный чувашский напиток – пиво. Его варили в каждой семье и подавали на стол в любой праздник.
Пиво варили испокон веков. Для пива всегда изготавливали утварь из дуба. Катки, бочки, шаны, чтобы вот это варить, делали мастера, специальные мастера в деревне. Это каждый не мог, это в каждой семье было, но заготавливали это все мастера в деревне. Ухаживали за утварью очень долго, она служила дубовой, она служила очень долго. Для пива основное это солод, основное это хмель. Хмель в каждой семье, в каждом огороде рос хмель, выращивали сами. Солод изготавливая из зерна, ячменя, ржаная полностью. Сначала замачивается, потом выращивается, а потом калится это в печи в русской, а потом уже мельница ручная была. Это ребятишки вот сидели, все крутили. У чувашского народа много традиций и обрядов. Некоторые из них позабыты, другие не дошли до нас. Они дороги как память о народной истории. Без знания народных традиций и обрядов невозможно полноценное воспитание молодого поколения, считает Таисия Григорьевна. Поэтому она вместе с членами клуба всеми силами старается продолжать национальные традиции, сохранить их для будущих поколений, чтобы они помнили, чтили и уважали их. Касюра